Идея фильма – история второй Осетинской бригады, которая была создана после геноцида юго-осетинского народа. Значительная часть населения республики пострадала. Меньшевистские грузинские карательные отряды убивали семьями, не щадя ни детей, ни стариков. Осетины были вынуждены бежать в Северную Осетию. По дороге их ждали серьезные испытания голодом, холодом. Большая часть беженцев погибла в пути. Добравшиеся до места были лишены всяких средств к существованию. Получив предложение вступить в Красную армию, сформировали юго-осетинскую бригаду, которая отправилась на фронт. Однако вряд ли кто-то из них подозревал, что их ждет. Об этих трагических событиях снимается документально-художественный фильм. Мы приехали из Москвы, наша съемочная группа, вместе с Гелой Валиевым, который является автором этой идеи. Он выступает в этом фильме как ведущий. Здесь мы работаем над фильмом, который посвящен истории второй юго-осетинской бригады. Одно из самых больших сражений, которое она пережила, было сражением за станицу Баргустанская в Ставропольском крае. Туда мы поедем сейчас как раз после Южной Осетии. Перед началом съемок фильма было прочитано и изучено много архивной литературы. Как отметила Марина Петухова, важно не забывать историю, чтобы не допускать повтора трагических событий. Во время встречи российских журналистов с президентом Анатолием Бибиловым прозвучала мысль о необходимости оцифровки архивных материалов и передачи их копий архивам Южной Осетии. В Южной Осетии мы разговаривали со многими людьми, было прочитано много литературы, архивных материалов. Наш ведущий много работал в архивах, в том числе в Москве, и обнаружил, что документы, которые относятся к деятельности второй юго-осетинской бригады, находятся в очень плачевном состоянии. Это связано не с условиями хранения, просто бумага, которой больше 100 лет, естественно, она не выдерживает, просто даже когда ты ее вынимаешь, есть риск, что она рассыпется в руках. Основное режиссерское решение фильма предполагает рассказ истории с помощью художественных образов. В этом помогают журналистам ансамбль «Сим», профессиональные актеры, также участвуют иконные группы. В фильме будут использованы документальные и архивные материалы, хроника событий. Фильм будет интересен как с точки зрения истории, так и для широких масс. По завершении съемок планируется премьерный показ в киноконцертном зале «Чермен». Стелла Бязарова, Лена Газаева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня.